выполняют видео. Потом телефон ловлю, ловлю, рассказываю. Остановление. Я пациента ловлю, я же пациента говорю, 2 раза год я совсем ладно. Она говорит, вы вот маски заплатили, точнее, апреле заплатили, а должны были в марте. Вот завернули, что вы не заплатили, у вас 30 рублей за чайник образовали. А у меня тоже пили бывает. Я говорю, послушайте, вы за 31 рублей пили по интернету, во-первых, не там боком, в втором банке я шот создаю. Я еще шот не успел, или мнение о клиенте, а вот у меня уже слово проблемы. Молодой человек, слушай-ка, дай мне ручку, пожалуйста. 31 рублей, они мне шот закрыли. Все, пересняла, не взяла, что ли? Пошел через банк. Пошел А? Какой печень? А нужно было распечатать его? Мы вчера, как у Марины Олеговны, распечатали и все. омбудсмен по защите прав предпринимателей, также представитель прокуратуры, представитель Федерального округа службы, ожидаем перевода представителей Центрального банка и других приглашенных. Я понимаю, что в зале собрались в основном представители юридических лиц, да? Да. Потому что именно таким сейчас ситуация наиболее негативна в плане выплаты. Поэтому сейчас давайте начать сначала и понять, что же все-таки произошло. Поэтому, Никита Евгеньевич, пожалуйста, можете сказать, что случилось в банке?
июля, соответственно, по возникновению очередей амфитеатра, прекращению точно личных денежных ограничений, точно личных денежных прекращений, которые подвергаются балансированному проверке. В ходе данной проверки была получена информация о фактах хищения денежных средств из амфитеатра Петровского филиала. По данным фактам 4 июля прокуратура города Иркутска было направлено постановление начала проверки в порядке пункта 2 части 2 статьи 7 Уголовного национального кодекса Российской Федерации. Предупреждение части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. 5 июля по данному факту возбуждено уголовное дело, в настоящее время по данному уголовному делу ведется предварительное расследование. Соответственно, проводится не определенное следственное действие. Но пока конкретная информация. Прокуратура каким-то образом может помочь людям, которые потеряли деньги? Ваша позиция какая? В настоящее время мы не держим на контроле художественное уголовное дело, которое происходит. Все мы не исполнители по одному уголовному делу. Пожалуйста, если есть вопросы, да, можно писать на бумажке, передавать сюда, либо просить вставать и просить микрофон. Но, пожалуйста, по одному, без каламбура. Да. Встаньте, пожалуйста. Семен, можно, пожалуйста, микрофон? Руководство, которое покинуло Иркутск, в отношении их возбуждено уголовное дело уже? Уголовное дело по факту в течение нескольких, на следующее время становятся виновные лица. А как так получилось, что на момент, на 3 июля в банке не было ни одного руководителя? Банк остался с одними операционистами, то есть рядовыми сотрудниками, которые, кстати, достойны себя вели. По нашей информации, ряд сотрудников банка были уволены с 2012 года. Прокуратура будет направлена с ней для сетевой с помощью миллиардов настоящее проводится расследование, данной информации не было. А как вы прокомментируете то, что руководство буквально за считанные дни до этого массированно выводило деньги, это подтверждается регулятором? То есть они как это, насколько это нормально? Данному факту будет на оценка по переживания уголовного дела, А вот скажите, пожалуйста, однако есть информация в СМИ и на интернет-сайте, что уже 2 года назад были предположения о том, что есть серые схемы данного банка, и его уже направлены на возбуждение уголовного дела прокуратуру Москвы, и Центробанк уже заострял внимание Якутии на этот банк. Насколько реальны эти факты? Поступала ли данная информация, которая работает в Москве, а также данная информация не может? Молодой человек, вот вы говорите, слова простые, хищение денежных средств. Они как осуществлялись? То есть это неизвестный человек пришел и подписал платежное поручение. Или неизвестный человек приехал на грузовике, взял наличные из кассы и вывез их там 4 миллиарда. Как это все было? Конкретные хищения были расследованы уголовного дела. Ну сейчас вы как-то нашли, что деньги пропали. Что пропало-то, я не понял. Факт установлен или нет? Нами установлены признаки хищения. По данному фактам правильные материалы формы предварительного расследования. Вы нам по существу говорите. По существу. В чем признак? Ну, то есть, как именно, кто-то пришел в сейф налички, что ли, делать, что ли, там было как-то? Механизм пока не установлен.
дело возбуждено, да? Да, 5 июля. Первый вопрос. На основании чего? На основании заявления? На основании постановления прокуратуры города Якутска. А кто дал основания для возбуждения данного уголовного дела? Заявление кто? Потерпевшие лица написали? Заявления не было. Не было, да? В ходе прокурорской проверки данная информация была выявлена. То есть прокурорская проверка. А кто инициировал прокурорскую проверку? По сообщениям СМИ. СМИ, да? Да. А такой следующий вопрос. С Национального банка, да, с каких-то ведомственных структур поступали сигналы о том, что в данном случае какие-то были там хищения, моменты. То есть меня интересует, Национальный банк конкретно, который взимает денежные средства, направляли какие-то сигналы в правоохранительные органы? Непосредственно о фактах хищения информация не направлялась. То есть Через прокуратуру города Якутска информация о фактах хищения не проверена. Поступала иная информация, но о лестной деятельности банка и для проведения проверки. То есть вы узнали со средств массовой информации, правильно я понимаю? О ситуации первоначальных банков, о факте приостановления, да, выдачи средств могут знать средств массовой информации. Это была чистая проверка. Если спину не будем говорить, что проверить. Вы позволите, я закончу разделяться всем этим разговором. Значит, у нас здесь нет одного человека, очень важного, и, скорее всего, единственного человека, который может ответить на все эти вопросы. Табличка вот от него стоит, так как Антон Анатольевич, управляющий отделением Якутского центрального банка, который нам объяснил, что в мае месяце была проведена проверка банка, и никаких проблем не возникло. Понимаете? И у нас еще много других вопросов, которые ребята с Национального банка. О том, что за последние 3 года было закрыто 300 банков в Российской Федерации. Это несложно прочитать, да, по 2 банка в неделю закрывается. И все по одной и той же схеме. Примерно за 2-3 месяца до того, как произошел крах, меняется направление всех банков. То же самое произошло и в Якутске с банком «Тата». И то же самое произошло на прошлой неделе с Газбанком, да? Там вообще это за неделю поменяли. После этого банкрот. Центральный банк об этом знает или не знает? Интересно. Если он знает об этом, то кто это делает? И меня интересует еще, принесли ли должностные лица Центрального банка, в частности, Якутского отделения, в котором 2 банка всего находятся. Это банк «Тата» и Алмаз-Агентбанк, который они контролируют. Что они сделали для того, чтобы решить эту ситуацию? И что они выяснили? И следующее собрание, когда мы будем здесь встречаться, этот человек обязан быть здесь. И перед нами отчитаться. Это первое. Второе. Нам еще один человек нужен. Это Еркова Надежда Тольяновна, которая была заместителем председателя правления на протяжении всех последних 15 лет. И при фантазии, и при Стермине, и при Соколове, да, который Соловьев последний. Вот с ним надо разговаривать. Прокурорские это ни при чем. Они даже не знают, что случилось толком. Это понятно, именно поэтому мы официально приглашали, звонили, как именно поэтому нам нужно в следующий раз встретиться, чтобы эти люди были здесь. Я знаю, да, что я скажу. Если гарантия идет магазин, то мы сами пойдем, что сегодня Национальный банк. Вы знаете, человек официально приглашает Национальный банк вас не пустит. Вас не пустит даже дверь. Вы любым способом можете пригласить его сюда. Человек знает, я слышал, он знает, что здесь происходит. Он осознанно сюда не пришел. Пускай прокуратура в этом нам поможет. Совершенно верно. Пускай прокуратура сделает все, чтобы этот человек был здесь. Ордер нужен. И вообще, Вот и все напрямую. тоже интересует Национальный банк. Сняли кого-нибудь с должности? Пострадали все сотрудники, которые... Чем они занимались вообще все это время, Национальный банк? На самом деле я поддержу молодого человека, абсолютно правильная позиция, потому что надзорная комиссия по выводу денег из Центробанка, она на самом деле действительно в последнее время занимается другой группой. Она не занимается своей обязанностью, да, она не предупреждает такие ситуации. Да, и мы, в принципе, с вашей помощью должны, наверное, обратиться в прокуратуру Российской Федерации, потому что признаков на самом деле, ну, скажем так, несоответствия должности и этого господина, который сейчас здесь не присутствует, и комиссии Центробанка, которая должна заниматься выводом активов, которые мы все прекрасно видим, это по факту произошло. Мы, наверное, на основании этих признаков можем обратиться к вас, прокуратуру Российской Федерации? Но давайте тогда сегодня примем такое решение. Я думаю, все коллеги поддержат, мы коллективное письмо составим, направим в прокуратуру Российской Федерации. Вот вопрос.
я так понимаю, что это официальная версия Центробанка, неоднократно обращался в органы, я не знаю, прокуратуры, может быть, возможно, МВД, скорее всего, МВД, по-моему, было написано, да? Дважды обращался для проведения проверок. То есть вы это тоже, наверное, слышали, да? Это официально посвятили Центробанку. Да, вы это слышали. Вы в МВД делали запрос вообще, проводилась ли проверка или нет? Ну, тут вопрос, что запрос может быть на задание практически, да? Нет, ну почему? Вы же надзорный орган. Вы надзорный орган за МВД. То есть вы в первую очередь должны были узнать, если вы из СМИ начали проверку банка, то есть вы должны были проверить, вообще направлялись ли, правда ли, что пишет официальный представитель Центробанка, что направлялись именно в органы, правоохранительные органы заявления на проверку банка. Вы это сделали? Соответственно, на уровне республики, да, это сделано. И что МВД вообще? Ну, это может быть прокуратура республики. Прокуратура республики своей. Я, а не прокурор города Якутска, я в члене МВД Якутска. А мы приглашали, можно спросить, прокуратуру республики приглашали? Тоже проигнорировали, ну, то есть у нас всех предпринимателей, органы именно не города Якутска, я так понимаю, а федеральные органы нас просто здесь игнорируют. Понимаете, да? Налоговая служба. Центральный банк не пришел, не пришли. Представители налоговой службы здесь. Я сейчас на платную минуту перейдем, потому что... Коллеги, представители республиканской прокуратуры, еще есть вопросы? Имеются платежки, на которых отметка банка оплачена до поставщиков. 3 июля я сделала платежи, несколько платежей. У меня имеются отметки на платежках о том, что платеж проведен. В настоящее время поставщики не получили этих денег. То есть на лицо вообще мошенничество. Куда делись деньги? С моего счета списали? Я вам не А я написала в банк обращение. Да. Ну, банк сказал, что в течение месяца не будут отвечать, но как-то я очень сомневаюсь в этом. Давайте получим ответ, соответственно, и что Хорошо? Какая лекция? А в ходе уголовного дела арестован, объявлен розыск, или вы только устанавливаете виновных? Или это все-таки нужно делать по горячим следам? На сегодняшний день кого-то в розыск объявили? Соответственно, какие критерии следствия есть, соответственно, не интересно следствие, она пока не справляется. Вот я почти социальным запросом, вот это очень состояние. Дело следствия частью и МВД республики. А потом скажете, что вот не прошли, время ушло, да? Проверяли, Прокуратура республики, я это тоже контролировал, дело взять на контроль. Вот не было личных критериев. Можно вопрос? Есть вообще есть нахождение директора банка, заместителя и всех подобных? Оно известно в данный момент, где они? Вот они 2 числа уволились, все отлично, да? И ответственность с них снята, получается, а деньги выводили 3-4. А они 2-го уволились. Как это можно? Законно ли это вообще увольнение? Да, И они находятся. управляющий приглашает. Да, вопрос такой, ясно ли сейчас находится высшее руководство Якутска или других? Но опять же, это знает длительное следствие. В смысле, ясно или ясно? Ну, нет, у нас лично. Нет, соответственно, если проведение данных людей будут ставить исполнению и расследованию. Все его дело, проводить вопрос, и мы приносим лично. Какие-нибудь действия производились? Время прошло уже достаточно. Это не примерно выехало. Хорошая работа всех и надзоров, там, надзорных органов, там, МВД.
какая информация не приходила, но пришли мы сегодня туда, куда мы пришли. Случилось то, что выход сейчас какой. И физических, и юридических лиц. Вот такую информацию дайте. Если мы сейчас начнем говорить, у всех боль, да? У всех боль. Просто вот вы разделите сегодня, вот физически, индивидуально предприниматель, вот у вас вот такая перспектива, у юридических лиц такая перспектива. Вот эти информации дайте нам. А так будем 2 часа здесь сидеть, друг другу там перекидываться. Информацию дайте вот конкретно. По постановлению прокуратуры было возбуждено уголовное дело, направлено на какой, кстати, орган следствия направили? Теперь скажите, пожалуйста, вот по Национальному банку прозвучало уже мнение, да, что они виновны. Скажите, пожалуйста, какие меры прокурорского реагирования были приняты в отношении сотрудников Национального банка, которые допустили вот эту ситуацию? Я вообще информацией не обладаю, напишите обращение, прием проверку. Со стороны прокуратуры на сегодняшний день никаких мер прокурорского реагирования таким образом не принято, если вы не обладаете такой информацией, правильно понимаю? На уровне прокуратуры города Якутска. Не было такой проверки? Не было такого обращения. Города Якутска данная проверка не проводилась, но Национальный банк, соответственно, не подготовлен к такой проверке. Как давно было? Одно начинаете поступком, а второе поступком не начинаете делать. Но не по слухам, основанием начала проведения прокурорской проверки явились сообщения средств массовой информации. Затем на основании данной информации была принята прокурорская проверка, были выложены сведения, достаточно для определения материала, орган при расследовании для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. А то, что все деньги через Центробанк вытекали, это вообще никак не складывается, да? То, что деньги вытекали через Центробанк, меня такая информация. Мы напишем обязательно со стороны Российского народного фронта по поводу проверки именно сотрудников Национального банка. Можете в этом не сомневаться. Буквально, как закончится мероприятие, сразу передадим Николаю Ильичу Юрьевичу. Хорошо? Пожалуйста, Федеральная налоговая служба. Заместитель руководителя управления Федерального налогового службы Владимир Афанасьевич. У налоговой службы есть информация о том, что обозвана лицензия. Согласно законодательству, на следующий день после выхода лицензии назначается временная администрация. Временная администрация назначается на 6 месяцев. За это время должны определить, так как обозванная лицензия банк должен быть ликвидирован. Если не хватает активов, то должна появиться процедура банкротства. Со стороны налоговой у нас есть информация, что в последний день были платежи в пользу налоговых платежей. Мы эту ситуацию на контроле держим. Я думаю, тех налогоплательщиков, которые продавалась переплата по возврату, проблем не должно быть. Второе, если зависшие платежи, временная администрация нам должна предоставить реестр по этим зависшим платежам, также работа будет проведена, думаю, проблем не будет. Налоговый орган в части взыскания задолженности соприкасается к данному вопросу по исполнению кассовых поручений. Если в связи с тем, что обозванная лицензия и будет принята процедура банкротства, то все меры взыскания не будут сняты. Если есть вопрос, еще. У меня сейчас такая ситуация, то, что банк НАТО закрылся, я хотела открыть счет в Сбербанке. А так как у них идет с налоговой, вот это вот запрет на какие-то пени, да, я пошла в налоговую, обратилась сначала в оперзал, потом пошла к самому начальнику. Они сказали, что по закону я не могу открыть счет.
То есть я и там потеряла счет, то есть у меня деньги заблокированы, и здесь. У меня дошкольная организация. Этот вопрос как раз у нас рассматривается на сегодняшний день. Так как на сегодня действует кассовые поручения, по которым действует обеспечение мер по исполнению кассовых поручений именно Центробанка в данном случае. Мы предлагаем по данному вопросу, если у кого-то конкретных вопросов такого, единицы по нашим данным 25, да, налогоплательщиков, мы приглашаем в понедельник в управление Федеральной налоговой службы по улице Губина 2. Для решения данного вопроса. Да, вот в понедельник, пожалуйста, в понедельник. Да, Губина 2, 10, 00. Я могу немного объяснить. Дело в том, что уже ВС и города республики они начали понимание по этому вопросу. Вчера полдня уже сидели, сверяли списки, почему были 22 лица. И действительно механизм уже практически разработан, и счета будут разблокированы в ближайшее время. Я думаю, понедельник решаем. Когда люди оплатили, отметка в банке есть, что плата прошла, а в итоге не дошло до партнеров. Возможно такая ситуация, что до вас не дойдут наши налоговые платежи. Что в этом случае? Ну, как раз я вот не говорю, что такая ситуация возможна. Если платежное поручение исполнено за счет налогоплательщика, но если на почте денег не хватило, значит, эти деньги считаются зависшими. Вот. Нам должны предоставить реестр таких зависших платежей, и по этим мерам у нас будут приняты соответствующие меры, то есть изменения как раз будут приостановлены со стороны. А каким образом это можем выяснить? Например, у меня есть платежное поручение, там написано банком прошло, и я почему-то выясняю, мои платежи не дошли до нас. Это банк должен сообщить, временная администрация. Я немного объясню по этому поводу. Сейчас остается трехсторонний реестр. Это банк. Первоначально отвечал за этот вопрос Сергей Николаевич Соколов, сейчас Тимохин отвечает. С ФДС отдел по задолженности и рабочая группа, которая очень хорошо отработала именно по данной лицу. Трехсторонний, да, надо будет сверить и как можно быстрее отнести это ФНС. То есть получается, что все зависшие суммы оплаченных налогов налоговая инспекция сочтет оплату бюджета, так? Вот конкретно. Это будет не расчет, но начисления будут, как сказать, дисциплинированно, а временно приостановлены. Еще раз, налоговая инспекция дает понимание с нашими гражданами. По зависшим, да, по зависшим схемам. По поводу начисления пеней. Вот сейчас подошел... В том числе то же самое. То есть начисление пеней все будет приостановлено по зависшим платежам. Нет, они по зависшим платежам. Вот на сегодня подошел срок оплаты страховых взносов. Сегодня. Сегодня у нас проблема открыть расчетный счет. Это 10 дней и более, чтобы мы могли распоряжаться какими-то деньгами. То есть, соответственно, мы своевременно не можем оплатить налоги. Вы за этот период можете пойти на встречу хотя бы период? Да, для этого нужно персональное обращение, по каждому случаю персонально будем рассматривать. Мы должны еще подзаконно рассматривать насколько налогоплательщик добросовестный. Надо добросовестно поехать. У меня еще вопрос, пожалуйста. Это которые платежи, уже говорим, государство наложили. А платежи, которые приходили, что не были зачислены на расчетные счета получателей, с этими платежами мы не видим. Получается, банк готов всех пускать, никого не пускать. Иди отсюда. Мы, получается, не можем определить индивидуальных предпринимателей. Какую-то часть, 1 400 000, мы могли бы получить в виде компенсации. Так вот эти деньги нам не зачислены. Как мы их можем получить? Где они вообще? Кто может нам на это
1 400 000, вы никак не перевели. Это мы знаем. У нас на счету нет этих денег. Они зачислены по счете, они были 3 числа отправлены, после того, как счет заблокирован. Нам начальник офиса Надзержинского сказала, что эти деньги автоматом вернутся к плательщику, но они до сих пор не вернулись, уже 10 дней прошло. И у нас их нет, и у них их нет. Вот как мы можем хотя бы часть этой суммы, которая к нам шла за выполненные услуги, как мы их можем получить? Кому мы должны обратиться? Деньги, которые были отослали свои деньги, либо в бюджет, либо в поставщиках. У них на счету были деньги. Они ушли. И оттуда не вернулись никогда никуда и не оказали деньги. Как они могли особенно по налогам. Они-то не получат уже обратно 1 400 000 через банк. Это случай, спасибо. Все-таки индивидуальные покупки, если вы вам действительно такой, и вы не одна, приходите на рабочую группу, давайте составим отдельный реестр, по этому реестру работаем. Потому что вопрос интересный, и все же сталкиваются с первый раз. И отработаем его. Я бы хотел еще, чтобы Елена Анатольевна прокомментировала этот вопрос. Есть группа WhatsApp, если у вас нет группы, подождитесь, когда закончится, и мы возьмем у вас все данные, хорошо? Скажите, пожалуйста, за эти зависшиеся налоги писать куда-то нужно или не нужно? Не надо писать, у вас будет свой реестр. Свой реестр будет. У вас будет, да? Да, вам нужно предоставить реестр различных платежей. Вы в понедельник подадите уже заявление персонально, потому что за вас это никто не будет делать. Работу будет решать. Мы со своей стороны, извините, пожалуйста, мы со своей стороны отследим полностью этот реестр и включим всех тех, которые, в принципе, обязаны выполнить. Мы берем это в основу предпринимательства. Более того, я скажу, что город уже готов показать полную систему поддержки, часть работы с этими личными вопросами и с налоговой, и со всеми другими вопросами. Совместно с предпринимателями, с инициативой. Еще вопросы к представителю Федеральной налоговой службы есть? Я отвечу на вопрос. Я являюсь руководителем аппарата по обращениям Давайте по очереди, пусть вам скажет, Не, налоговый вопрос можно один? Я отвечу. Можно не специально для тех людей. Вот у нас есть рабочая группа, я член рабочей группы. Меня зовут Маглашов Олег, кто меня не знает, да? Мы в рабочей группе обсуждаем вот этих 22 человека, там еще кто-то, да, какие проблемы у кого есть подходящего к вам. А можно, ну, не всем, допустим, удобно обращаться сначала к нам, чтобы мы ретрансляторами выступали, мы общественники, мы не работаем за деньги, то есть мы на добровольных началах помогаем людям. Может быть, у вас как-то окно в этой связи какое-то выделить или специалиста какого-то посадить, пускай хотя бы на неделю. Потому что сроки у всех короткие, у всех паника. Всем нужно платить, либо счета открывать, либо еще что-то. Вы можете выделить одного человека, который бы конкретно работал с пострадавшими лицами от банка ТАК. Такое возможно или нет? Возможно. Тогда с понедельника пусть работает такой человек. Да. Тогда через Ирину Владимировну вы сообщите, мы это рабочим группам раскидаем, донесем. Я обращаюсь к представителям средств массовой информации, обязательно это нужно донести до людей. Что с понедельника будет работать специальное окно налоговое. Да. Дополнительно сообщать, сейчас все равно человек не сможет сказать. Давайте подождем через рабочую группу, либо через СМИ до каждого будет донесено. Еще вопросы есть? Можно вопрос? Да, у меня ООО деньги все были крадены, да, с счета. Как я сейчас должен оплачивать налоги, если денег нет? Как бы они не зависли на корсчете, там, и лично это невозможно просмотреть, просто нет денег на налоги, мне что делать? Вот конкретный вопрос, как бы, что делать с деньгами, которых нет, а налоги платить нужно? Есть какая-то отсрочка или еще что-нибудь? Или сейчас пойдут штрафы, там, как вы любите? И другое, как бы, воровство, не знаю. Ну, вопрос, так скажем, вы заходите
можно все-таки предусмотреть, хотя бы в данном случае действительно люди пострадали, и есть у нас предприниматели, которые до 100 миллионов завели эти деньги, и для того, чтобы ему спасти бизнес, все равно должны быть какие-то преференции. Насколько реально договориться насчет преференций, ну, хотя бы сделать рассрочку платежей? Ведь это же реально, это возможно и регион. Я сейчас разбираюсь по данному случаю, насчет рассрочки обещать не могу, но разберемся, посмотрим, если есть какой-то выход, конечно, мы его перейдем на раз. Можно мне микрофон? Глубина 2, какой кабинет? Дайте, пожалуйста, женщине микрофон. Какой? Кабинет 318. 318. Понедельник, 10:00, Губина 2, кабинет 318. Хорошо. У меня такой вопрос есть, здравствуйте. Я думаю, что я не одна такая здесь. До 5 числа есть люди, которые сделали платежные поручения на оплату налогов. 3, 4, кто-то 2 сделал платежное поручение в банк. Банк платежное поручение на оплату налогов не выполнил, но отметку о том, что взял, поставил. То есть у нас есть отметочка, что вот принято 4 числа, а уже на следующий день, то есть уже 5 числа, у банка открывают лицензию. То есть по факту мы оплатили налог, отдали платежное поручение в банк, и с момента предъявления платежного поручения в банк мы являемся уже добросовестными налогоплательщиками. То есть мы уже по факту оплатили вам налог, но банк не выполнил. Что делать тогда? Эти платежи считаются зависшими. Вот реестр будет, они могут какие меры будем принимать, вам Вы сейчас сказали только, что зависшими являются платежи, которые зависли на счету Национального банка. А что на самом деле с нашими деньгами произошло? Были ли они списаны с наших расчетных счетов и переведены на счет Национального банка, и там уже зависли? Или же они зависли на расчетном счете даже, просто исчезли с расчетного счета? Нам этого ничего не известно, нам до сих пор выписки не дали. Ну, нам тоже не известно совершенно. Так это, скажите еще раз, повторите, это точно будут считаться зависшими счетами? То есть, смотрите, у нас есть платежные поручения. Если есть о том, что у вас платеж принят, значит, у вас, если они не дошло до 30, значит, они считаются зависшими. То есть это платеж у нас будет считаться действительно, да? И вы ее примете. То есть ваш ФНС примет всевозможные меры по изъятию этих средств у банка. У нас очень мало времени, давайте я хочу точно знать. Налоговая служба будет принимать какие-либо меры? Обязательно будет принимать, поэтому здесь стоит. Здесь очень о добросовестности. Если у вас по счету в тот момент были деньги, то естественно. А если человек только ожидал какие-то платежи, но эти платежи у вас не остановились на счету, и вы отправили уже налоговую, естественно. Есть ли еще вопросы, но которые еще не задавали здесь? Налоговой службы. У меня вопрос в продолжении темы. Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть вот этот временный реестр? Включены ли мы кто-то другой в этот временный реестр зависших платежей? Где эта информация? У кого ее можно узнать? По этому реестру должен составить банк и представить нас на проверение. На сегодняшний день мы этот реестр еще не получили. Сроки какие? Как вот подскажите, куда? В банку заявление тоже написали, но неужели до 30 дней писать на как обыкновенное это письмо? Вы обратились с этим банком, дайте эти данные. А официально это 30 дней. Где-то в свободном доступе в интернете можно посмотреть вот эти данные, потому что мы написали, уверенности нет. Будут ли они включены, потом появится список, а там нас нету. Можно. А можно тогда следующий вопрос догонку? А почему тогда специалисты для временной администрации говорят, надо написать заявление на отзыв этих зависших средств? Зачем они это говорят? Объясните, пожалуйста. То есть деньги списать? Это, понятно, не главное. Но вы, как федеральный, да,
И говорят об одном, вы не войдете в реестр кредиторов. То есть как понять? Деньги ушли, находятся в распределительном счете, и я потом же потеряю эти деньги. То есть как, что мне делать? Я вообще вот этого понять не могу. Для вас же не нужно это заявление о отзыве, вот то, что предлагают. Вам, знаешь, вам лучше ничего не писать, вам лучше не писать, конечно. Те, кто написали, теперь отнесите с полным пакетом документов в понедельник в ФНС. И 10 часам. Все ваши платежи. Я понимаю, что это закон, но понятно, что... Ну, я сейчас не могу сказать, платеж прошла или нет. Ответка может быть договорить, а даже исполнили, не исполнили, вернулся, не вернулся. Я сейчас на это вопрос. Но они могут перестать компетенции вам, потому что нужно ответить. Можно вопрос? За это долгое время кто-нибудь попытался выйти на учредителей или прямо всем довольны? Только вот люди недовольны, а учредители там же не один, не два, не три. У них там есть деньги, собственность. Кто-нибудь вообще выходил на связь с ним? А у прокуратуры, если позвонила и не взяли трубки, все на этом станции заканчивается, да? По налоговой хотят задать. Можно налоговой еще один? А можно я... Меня зовут Александр, стандартная, то есть такая ситуация, как у молодого человека, отправили деньги, что хотели, как другие, да? А деньги писались, мысль пришла, да, получается реально доверие. То есть как получается? Денег уже не было, да? Просто смс потому что они писали. Или я взял налоговую ушли. Берут, а они не находят. Как получается? Денег на этот момент уже не было. Денег не брали. Надо искать деньги. Всякие вот эти письма нам получается. Надо коллективные деньги писать. Надо их искать. А вот эти вот, ну что там, что мне платежку дали, мне, допустим, не дали платежку, а зачем это обязательно? У меня на счету сейчас 50 рублей. Вот надо вот так вот как-то, я не знаю. Вот прокуратура человек говорит, что заявлений не было. Ведь они просто проверки снимали. Надо писать заявление. Да, это верно, только сейчас коллективно, да. Вот надо будет смотреть, когда общаемся. Массовое обращение, прокуратура, следственный комитет. Да.
клиенты не тратили рекомендации. Давайте пока да, пожалуйста, сделайте микрофон. Здравствуйте. Я представитель государства. У меня вопрос такой. Мы также подали, у нас платежка из ответа банка, о том, что платеж у нас проведен, нам за налоги отдали, все деньги отправили в налоги. В этом случае у нас какая процедура? Такая, как у вы? Еще раз. Можно прокомментировать вас на микрофон? Нет. Ну, товарищ, вы один и тот же вопрос задаете. Налоговый орган, если платеж был произведен, был выделен платеж у себя, да? Если нету, значит нет. Если они зависшие или не зависшие, мы тоже не знаем. Банк предоставит информацию, но тогда мы увидим, зависли они или нет. Ну, со своей платежкой вы, конечно, можете прийти, но то, что любую платежку вот каждый будет принести там с отметкой, мы же не знаем тоже, вот, на самом деле зависло или нет. То есть мы ждем реестра банка. Но это уже другой вопрос, не ко мне. Так, коллеги, вам сейчас зачитают коллективное обращение на имя получается, Москвыкина, Володольцева и Чайки, это представители прокуратуры Следственного комитета МВД. Послушайте, пожалуйста, если есть какие-то дополнения, сразу говорите. Мы еще не заканчиваем, по крайней мере, выслушать, может быть, будут какие-то добавления, надо будет внести. Коллективные заявления приказом банка 5.07.18 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Банк-Дата», акционерного общества «Банк-Дата». Согласно тому, что в величине активных на 1.06.18 кредитная организация занимала 220 место в банковской системе Российской Федерации. Банк-Дата имел сеть филиалов на территории Российской Федерации, в том числе Владивосток, Москва, Республика Крым. Банк-Дата являлся опорным банком для предпринимателей города Иркутска по причине его удобного расположения, быстрого обслуживания и понимания проблем малого бизнеса. Своими удобными и выгодными продуктами банк привел большое количество предпринимателей и физических лиц. Сомневаться в благонадежности банка не было причин, ведь банк Якутия один из известных, работающих на протяжении почти 30 лет. Затруднения с платежами начались 2.07.18 года. По поводу возникших проблем, а это завершение платежей, руководство банка доверило, что сбои оборудования и в ближайшее время все будет исправлено. Физические лица попытались снять свои вклады, но им стали отказывать, перестали принимать платежи физических лиц, выдача по чековым книжкам не превышала 1000 рублей. После отзыва лицензии в средствах массовой информации появилось сообщение, что в отношении руководства банка «Дата» возбуждено уголовное дело по факту хищения 4 миллиардов рублей из кассы московского отделения банка. На сегодняшний день не определено количество пострадавших от отзыва лицензии. По разным данным, более 20 тысяч людей на сумму, превышающую 8 миллиардов рублей. Самым негативным последствием отзыва лицензии является то, что средний и малый бизнес города Иркутска стал на черту банкротства. Огромное количество предприятий, работников и граждан остались без средств. Схожая ситуация с банком «Дата», наверное, складывается и в других регионах. Мы, ниже подписавшиеся, требуем вашего личного вмешательства в ход расследования, результатом которого должны стать возврат похищенных финансовых средств и привлечение к ответственности лиц, причастных к этому преступлению. Письмо написано Чайки, Володольцеву и Москвыкину. Если есть какие-то замечания, дополнения, я буду после нашего встречания сидеть в фойе, пожалуйста, подходите и предлагайте. Все это будет внесено, и мы постараемся как можно быстрее отправить нам письмо. Наручно. Путину уже писали, поэтому нет смысла. Очень хотелось бы сказать огромное спасибо рабочей группе, которая была самоорганизована в самый первый день, когда были панические настроения у всех, и это было понятно. 12 человек отработали великолепно, что было ими сделано. Все физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица, они были организованы в 3 категории. Первая группа – это до 1 400 000, которые конкретно
не заполнять ни требования, ни заявления, если вы не говорите 1 400 000. И уже был объявлен банк один, который может выдавать только по предъявлению паспорта и счета. Сумма выдается спокойно. Второе. Индивидуальные предприниматели, которые превышают сумму 1 400 000, и все юридические лица организованы в две категории вокруг. От 1 миллиона до 3 превышающие. И с 3 и выше. Это те, у кого есть очень большие вклады. Затем в эти дни рабочая группа встретилась с Министерством по предпринимательству, с ФНС республики и города, с фондом по предпринимательству и руководством города. Нами были заданы вопросы ФНС и представителям банка. Я сейчас скажу, но, по крайней мере, мы еще не получили ответы. С момента предъявления банка поручения на перечисление бюджетной системы Российской Федерации на соответствующий счет федерального казначейства денежных средств со счета налогоплательщика в банке при наличии на нем достаточного денежных средств на день платежа. Что было сделано? По крайней мере, Томская Ульяна Алексеевна собралась с нами, и мы договорились о том, чтобы создать трехсторонний реестр. Было бы очень хорошо, если бы те, которые находятся у нас в рабочей группе и в группе ТАТА, юридические лица, написали конкретно, где, когда и сколько зависит у них деньги. Это сделано было бы для того, чтобы нам ускорить вот это составление, и, естественно, чтобы вам быстрее открыли ваши счета. При блокировке уже разработан механизм открытия, и вчера уже 3 расчетные счета были открыты и сняты блокировки. В принципе, механизм работает, и это здорово, что они нас слышат, то есть чиновники нас услышат, не только городские, республиканские, но и федеральные. Затем, очень бы хотелось бы получить ответы и от прокуратуры, и тем более от Центрального банка, Нацбанка, причину отзыва лицензии. Последствия юридически разные, поэтому очень бы хотелось бы. И услышать конкретно факты, а не общие слова, как мы, в принципе, сегодня услышали, да? С прокуратуры, извините меня, но конкретики никакой. Затем, насколько реально оспорить отзыв лицензии со стороны Центробанка? Тоже хотелось бы услышать профессиональную юридическую консультацию, и чтобы мы могли определиться, в каком направлении нам дальше двигаться. Затем, достаточно ли активов банка на погашение задолженности перед всеми кредиторами? Первоначально, когда мы встречались и разговаривали с Соколовым Сергеем Николаевичем, это временный управляющий банка, назначенный ЦБ, он согласился ввести членов рабочей группы от 2 до 3 человек в эту ликвидационную комиссию. В конечном итоге, когда мы уже стали говорить кого и как, и где приказ о назначении ликвидационной комиссии, очень бы хотелось бы прозрачности именно сейчас, именно здесь, в наше время, посмотреть и посчитать, что есть из имущества, какая денежная масса, и, естественно, где какие, возможно, акции были у этого банка. Но пока нас не допускают до... не включают нас в ликвидационную комиссию. Я считаю, что через прокуратуру, либо через правительство, либо через все-таки Москву, но добиться включения 2-3 человек в ликвидационную комиссию и быть в курсе всех этих активов. И не допустить фирм одноделок, чтобы активы могли уйти куда-то на эти фирмы. Чтобы вся денежная масса, конкурсная масса находилась здесь и под нашим рассмотрением или под нашим вниманием в предпринимательстве. Ну и, конечно, мы очень бы хотели, чтобы возбудили дела против тех акционеров, руководителей, которые могли допустить это. И обратиться с письмом похожим в Росфинмониторинг, который, в принципе, тоже имеет влияние на Центробанк. У меня все, спасибо. Так, меня зовут Леносов Александр Сергеевич, я являюсь руководителем общественного периода, полномоченного по правам предпринимателей. Такая вот информация для всех. Вот как раз у кого зависли счета
да, и возникли сложности с переводом денежных средств, мы просим обращаться в аппарат уполномоченных. Для чего? Для того, чтобы мы составили реестр тех предпринимателей, у которых действительно возникли сложные проблемы. Мы, конечно, будем отрабатывать эту проблему и с банками, и агентами, и с временным управляющим. Но для того, чтобы более держать ситуацию на контроле, я прошу обратиться в аппарат уполномоченных. Если есть какие-то вопросы... Аппарат уполномоченный является официальным органом. Группа это создана общественными организациями. Мы не можем перетягивать с одного на другого. Поэтому по реальные проблемы мы просим обращаться в аппарат уполномоченный. И благодаря тем полномочиям, которые наделены уполномоченными, 504 кабинет, прошел 24. Пожалуйста, Дима. Дима, пожалуйста. А можно сейчас все продиктовать, да? Номер телефона, групп, которые юридические лица в WhatsApp. Можно мы сейчас, мы все равно нас не сможем, да? Сейчас громко скажете, мы сейчас запишем. И потом попросимся к нам рассказать. У меня другой вопрос. Вот вы защищаете предпринимателей, да? Я вот не вижу вашей реакции вообще. Почему вы первые не отреагировали на это? Вы сейчас говорите, приходите, пишите нам и так далее. Вы звено, которое работает с правительством и так далее. Почему вы первые не отреагировали? Почему здесь собирают, да, мэрия, спасибо мэрии, да? Почему общественники собирают вот это собрание, а не вы, кто в первую очередь должны защищать предпринимателей? Объясните мне вот этот вопрос. Почему вы говорите, приходите, пишите нам письма и так далее? Вы должны уже сейчас отчитаться, какая перед вами проделана работа. Что вы сделали за эти дни? 10 дней прошло почти. Что вы сделали? Вот расскажите, пожалуйста. Еще раз, я прошу всех успокоиться. Во-первых, с самого начала была различена памятка о необходимости деятельности. Кроме того, как юрист вам скажу о том, что процедура при ликвидации банка, она прописана соответствующим законом, то есть всем было разъяснено о том, что в течение 14 дней начнутся, то есть выплаты, и в течение 12 дней будет назначен банк-агент. До того, как банк-агент не был назначен, платежи никакие не могли идти. Поэтому до этого была направлены письма в Центробанк, были направлены письма в отделение Центробанка, пытались найти контакты именно с руководством, получается, банка Дата. Как вы знаете, руководство Дата, то есть на контакт не идет, в администрацию оно дальше не явилось. Поэтому мы собирали определенную информацию. Есть определенные процедуры. Я послушаю только обычные слова. Вы собирали, за неделю, что вами сделано? Вот вами вы защищаете предпринимателей, что вами за неделю сделано? Какие получены ответы? Дайте ваш номер телефона, Что вы сказали? Я сделала Можно вопрос? Вы же как уполномоченный по защите прав предпринимателей, да? У вас есть возможность запросить, я почему-то такой вопрос задавал в прокуратуре, да, потому что опять сошлются на тайну следствия и так далее, и так далее. Смотрите, прокуратуре не задавал вопрос, потому что прокуратура вас ссылалась на тайну следствия. У вас хочу спросить. Вы можете запросить информацию об акционерах банка Дата? Или не можете? Потому что, вот вы сейчас говорили, что там ликвидация, там все разъяснения там дадут, кому надо, и все, кто получит. Вы просто сохраните предпринимательство. То есть ваша основная задача защитить, стать другим. Да? Понимание, что деньги все потеряли, здесь находящиеся люди, без вас мы это все понимаем, и что делать, мы тоже понимаем. Как сохранить? То есть можно отозвать, признать недействительным приказом о лицензии. Да? Кто у нас имеет право подать заявление на оспаривание приказа о лицензии? И можете ли вы получить информацию о этих людях? В первую очередь это акционеры банка Дата. Информацию можно запросить любую. Главное, какой придет на нее ответ. Кроме того, вот ваш второй вопрос. Назначена временная администрация.
будет проводить соответствующие процедуры. Запросить любой, ну просто чтобы общие слова, они не нужны здесь людям. Здесь людям нужна конкретика. Только что Ирина Владимировна об этом сказала. Конкретика. Вы знаете полномочия вашего аппарата. Акционеры, где находится реестр? У реестродержателя. Да? Вы можете у реестродержателя получить информацию об акционерах. У вас есть доступ на это получение информации или нет? Да или нет? Чтобы мы, как общественники, если вы сами не можете это инициировать, мы пускай как ОНФ, как ОМС или еще что-то, напишем вам, чтобы вы запросили эту информацию. Вы можете нам дать ответ на это. Вы можете получить из реестра держателей акционеров ФИО с адресами, с телефонами или хотя бы ФИО лиц, кто является акционером, чтобы на них выйти и попросить написать заявление в арбитражный суд на обжалование приказа об отзыве лицензии, дабы попытаться сохранить лицензию банка и сохранить деньги всех тех, кто их потерял. Еще раз объясняю. По сохранению лицензии банка будут решать Центробанк и временно управляющие. Но вы же можете на это повлиять в конце концов. Чиновник федерального уровня практически. Она омбудсмен, она должна всех защищать. Хоть с кем-то из вас она встретилась? Давайте успокойтесь, не будем менять друг друга. Нет, вы спокойно, ответьте, дайте мне. Информацию мы запросим. Еще раз я говорю. Нет, у вас есть полномочия, я не четко прописано. Согласно этим полномочиям, делайте запрос. Вам все понятно? Запрос я могу сделать, только я не получу на него ответ. Согласно вашим полномочиям, вам могут раскрыть эту информацию или нет? Или вы не знаете положение о деятельности вашего уполномоченного? Если вам не хотят делать ответ, вы получите его? Спасибо, не надо дальше. Я конкретно отвечаю, запрос будет направлен. Будет направлен. На мой вопрос первый. Вы уже отвечаете на второй вопрос. Что конкретно было сделано вашим ведомством за эту неделю? Какие вы получили цифры? Вы первый омбудсмен, да, у вас очень много полномочий. Вот как сказал Волчек, вы люди федерального уровня, да, грубо говоря. Перед вами актуальна половина дверей. И вы здесь стоите и отвечаете нам какими-то вопросами, стандартами. Да, мы напишем, да, мы... Что вы сделали? Посмотрите, общественники, ОНР, там, еще, да, как-то общественная организация. Посмотрите, что уже сделали, какую информацию получили, с людьми встречались, с налоговой встречались. Вы что сделали? Скажите, пожалуйста, вот какую информацию, что вы нам уже помогли в неделю? Я вот это хочу слышать. Встречались с руководством, получается, правительства Российской Федерации, делали запросы в Центробанк, делали запросы в отделение Национального банка, собирали информацию. Эта информация у нас сейчас находится. С правительством. Расскажите, пожалуйста, что вы там делали с правительством? И что вы решили с правительством? Я еще раз. Есть определенная процедура. Вот вы платите. Нету руководства банка. Банк не дает информации о вкладчиках и количестве. Эту информацию можно получить только от банка-агента, когда вы туда обратитесь. Банк-агент был назначен сегодня. Как только вы туда обратитесь, будут уже точные цифры. То, что вы там делаете с одного места на другое, точных цифр не дает. Понимаете? Поэтому есть процедура определенная. Сейчас есть банк-агент, с банком-агентом мы будем отрабатывать, смотреть эти цифры и будем точно знать, сколько вкладчиков пострадало. Большое спасибо. Передаем слово заместителю мэра по экономике и финансам. Агент Сбербанк и Восточный банк. Их назначили только сегодня. Информация об этом есть во всех случаях. Ну, давайте я продолжу, да, всю информацию, которую сегодня была озвучена, вопросы, которые сегодня размещают. Я зовут Елена Кузнецова, заместитель главы экономики и финансов. Уважаемые предприниматели, но здесь хотелось бы сразу отметить, что еще предстоит достаточно много работы правоохранительных органов, надзорных органов и очень много вопросов, на которые вы, пожалуй, в ближайшее время конкретные ответы не получите. Но я хотела бы сказать, что политика города и вообще наше мнение, да, что мы сейчас понимаем всю важность и значение предпринимательского сообщества в экономике города, акцентируем все свое внимание именно на том, чтобы вы смогли сохранить свой бизнес. И в этом отношении я хочу сказать, что мы готовы подключать все механизмы, мы готовы участвовать в рабочей группе, которая сейчас работает, я, кстати, хочу
И по разным направлениям мы тоже готовы открывать некий так называемый единый опыт, то есть определять конкретных людей, которые будут отвечать за те или иные ваши проблемы. Понятно, что здесь нам бы хотелось видеть какое-то разделение ваших проблем. У кого-то не хватает оборотных средств на то, чтобы продолжить работу. У кого-то, грубо говоря, получились проблемы, и они конкретно влияют на исполнение ваших каких-то действующих контрактов. Это как-то совершенно другая проблема. Да? У кого-то появилась, скажем так, проблема на участие в каких-то конкурсах, потому что у вас задолженность появилась налоговая, которая перекрывает полностью на получение каких-то услуг. Да? Это все проблемы разного характера. Но в отношении каждой проблемы, на самом деле, мы можем найти механизм, чтобы в этот период времени, да, в течение которого будут решаться все вопросы надзорные и правоохранительные органы, мы вас поддержали. Ну, так, исходя из тех вопросов, которые на инициативной рабочей группе уже проговаривались, да, мы хотим предложить подумать в части того, каким образом мы можем вас поддержать в части исполнения контрактов и применения санкций по муниципальным контрактам. Это однозначно, то есть мы можем отработать какие-то изменения, да, в связи с сложившейся ситуацией. Также мы предлагаем рассмотреть возможности по расширению возможности участия в закупках, в том числе по малым закупкам, да, если есть такая необходимость. Да. Также мы готовы отработать полностью по задействованию средств материальной поддержки именно для тех предпринимателей, у которых не хватает оборотных средств для дальнейшей работы. Это прежде всего городской фонд АПК, который мы могли переориентировать в связи с этой ситуацией, да, и направить какую-то часть средств на кредитование условиях именно вас, те, кто пострадал. Плюс к этому мы, конечно, хотим отработать и с фондом предпринимательства, да, поддержки предпринимателей республиканских, и тоже какую-то часть средств направить именно на решение ваших проблем. Ну, естественно, мы хотим организовать всю помощь работы с управлением федерального службы, что у нас есть комиссия, в которой мы работаем с предпринимателями, возможно, кто-то из вас и помогал мне на комиссии, да, и на самом деле мы рекомендуем, и отрабатываем налоговые. То есть, ну, это вопросы точечные. Это, знаете, это проблема с кадастровыми землями. Когда ситуация действительно патовая, но когда мы подходим к ней, точечно решая проблемы каждого из вас, в общем-то, мы их достаточно успешно можем решить. Также предлагаю подумать, внести предложение, мы абсолютно готовы открыть в части расширения возможностей по получению субсидий. У кого деятельность связана с этим, да, потому что вот то, что касается наличия небольших задолженностей, каких-то по налогу и так далее, мы тоже можем в этом отношении рассмотреть определенные послабления. Кроме того, в части консультационной поддержки тоже хочу сказать, что мы полностью стороннему поддержку Акаши мы сформировали полный перечень, ну, скажем так, тех ответственных лиц, которые вам могут дать полную информацию, мы разместим сегодня ее на сайте РФ. То есть это общая информация о том, куда вы можете пойти, к кому обратиться, со всеми контактными данными, и вы в этой информации можете что-то действительно взять для себя. Да? Ну и еще вот направление, которое я хочу вам предложить в части, чего мы можем оказать поддержку, это работа с субъектами тестований. Возможно, у многих из вас есть должники, и если вам придут те суммы, которые вам должны, как-то помогут вам вот в возобновлении этого оборота. Да? Мы тоже готовы в этой части с федеральной структурой отработать. Вот у меня такие предложения. Я очень рада, что сейчас вот предпринимательство сообщество входит в такое активное русло, потому что на самом деле понятно, что это очень эмоционально и очень близко к сердцу, но самое главное, наверное, для вас и поверьте, для нас правда также, потому что это организационная группа, независимо от вас, поэтому мы максимально направлены на то, чтобы бизнес вы смогли сохранить. Ну, вот кратко так, я готова ответить на вопросы, но, в общем-то, мне кажется, вам нужно сформулировать такие более конкретные ключевые предложения, по которым мы работаем. Здравствуйте. Я физлицо, там держал вклад больше миллиона 400. Вообще, так понял, сейчас мне вернут эти 400. Вот оставим как. Я физлицо говорю.
мы держал по больше 400. Сейчас вот мне 400 вот агентство спокойно выдадут, остальное как будет? Вы физлицо, у вас была меньше 1 400 000. Ну, на сегодняшний день мы получим 1 400 000, а 13 уже после того, как будут продавать вместо адвоката миллиона сегодня только определены банки, которые будут продавать деньги. Они сейчас будут это делать с банки, с Экспресс-банком, мы с вами работаем. И позднее 12 июля начнутся выборы. Подождите, а что все куда пошли? А что закончилось? Все. Подождите. Для того, чтобы решить в дальнейшем задачи, ребят, вы зря так делаете. Если мы сейчас конкретно не напишем резолюцию и не включим поручение правительства и города, вы ничего не сделаете дальше. Я понимаю обиды, я понимаю эмоции, я понимаю Вам сейчас только Елена Анатольевна рассказывала, что вы можете субсидиями пользоваться и фондом, и деньгами. Извините, я просто хотел рассказать этот вопрос, который уже упомянул Владимир, по поводу, что на самом деле, мы программа максимум предлагает какую-то отмену инвестиций, это не знаю, насколько реально, еще очень банку это все. Но более какой-то вариант. Какие банки падают, когда в один день все приходят и требуют свои деньги? Это вот как раз таки банкротство происходит, когда все приходят в один день вкладчики, требуют деньги. Это уже великая депрессия история. Вот, к сожалению, временной администрации нет. И как они что сейчас там считают? Они как раз таки считают то, что у банка были там здания, акции, там долги и так далее, и так далее. Как они это все сейчас насчитают? Они тогда считают на 3 копейки и скажут, ну, знаете, вот 3 копейки делите. Все вы знаете, что они все в третью очередь. Вот. И вот как раз третья очередь подразумевает, что временная администрация это все ликвидирует, это все подсчитывает, продает, и вот это все деньги должны делиться между нами. Вопрос, как они все это посчитают. Это сейчас непрозрачно, как отметили. То есть, и в частности, вот, руководство, там, администрация, не знаю, города, республики, каким-то образом, может на это дело повлиять, чтобы они более прозрачно. Потому что как они сейчас это посчитают и в чьих интересах, непонятно. Потому что на самом деле это единственная реальность, вот что-то получить, если даже не все, вот что-то это поучаствовать, грубо говоря, в дерибане остатков банка. Вот о чем. Спасибо, я хотела бы сейчас минуточку. Я прочитаю резолюцию, если еще будут какие-то предложения, мы сегодня обязательно должны сформулировать и отправить во все инстанции. И только добившись поручения, мы можем отследить вместе с ОФБ решение министром силы и координационными советами по предпринимательству и их решения. Первое. Обратиться к правоохранительным органам, Генеральному прокурору, Министерству внутренних дел, Следственное отдел с заявлением о личном контроле Генерального прокурора, министра внутренних дел за ходом расследования дела по выводу денежных средств до банка ТАСС, проработать вопрос относительно подачи заявления заинтересованными лицами об отмене решения о полной лицензии банка. Третье. Проработать вопрос. Кому не интересно, мне очень тяжело читать. Пожалуйста. Проработать вопросы поддержки бизнеса, пострадавшие от позова лицензии банка. Так, вот то, о чем мы говорили, в принципе, сегодня уже первоначально был разговор и с торгово-промышленной палатой, и с городом, и с правительством, чтобы вам как можно быстрее выделили средства поддержки под минимальный процент и под более долгий срок. Поставить вопрос перед Центробанком России о включении во временную администрацию представителей от бизнес-сообщества города Якутска для оперативной работы по отслеживанию результатов доведения информации о ходе работы временной администрации и ее результатов проекта банка ТАСС. В принципе, резолюция действенная, и если мы оформим это все поручениями, мы действительно будем в курсе всех событий и сможем сами себе помочь. Если есть действенные какие-то предложения, что-то мы включим, пожалуйста, подходите, мы включим. И полностью все поручения оформленные будут доведены до
предпринимателя, вот здесь 3 банка дата. Можно вопрос сразу задать, а уже времени нет. Скажите, пожалуйста, вот сейчас не пришли, получается, проигнорировали, да, это Центральный банк абсолютно